маленькая вонючка такая течет. И сейчас эта вода пошла. Хотелось взять вот этого исполкомовского вот этого вот придурка, который это написал, долить ему стакан воды из-под крана и сказать, выпей. Да. Не результат развития, а вот как чудо. Я бы объявил мораторий вообще на любое строительство в центре. Хозяйская реставрация, она, конечно, это безобразие. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горунов і Змітер Лукашук. А сёння у нас у гостях мастак, архітэктар, дызайнер ці дызайнер-архітэктар-мастак, як ему больш падабаецца, Юрий Таупкин. Добрый день, спадар Юрий. Добрый день. Нацыянальная ідэя для мастака, архітэктара, яна ўвогуле што-нибудь значыць? Ну, Ці вот вы по сферы своей деятельности, ну как бы вот я займаюся своим, и что там, какие там идеи, какие там национальные? Ну, понимаете, во-первых, для архитектора, для художника, мне кажется, это немножко разные вектора, если заниматься серьезно этим изучением. Но, в принципе, я последние годы занимаюсь, скажем так, социальной урбанистикой. Я интересуюсь тем, что, как взаимодействует человек и город. Вот. И как раз те события, которые происходят сейчас в стране, для меня очень интересны с точки зрения вот этой вот аналитики того, что происходит в городах, того, что происходит между людьми в городах. И это прям... Революция с пункту гледжання урбанистики. Вот это так цікавый такой поворот. Вот современная революция в том виде, в котором... Я не считаю ее революцией, я считаю, что это эволюционный переход. Это... Ну, я пафосно так сказал. Я понимаю, это не то, что я поправляю, я говорю свою точку зрения, потому что многие называют это революцией. Я считаю, что революция, в принципе, не может быть созидательной, она может только разрушать. Созидательная эволюция. И вот то, что происходит сейчас, это на самом деле такой, на мой взгляд, эволюционный переход общества из вот той архаики, так называемой стабильности в общем, в нормальное современное европейское общество. Я бы так это Ведаеце, сказал. я вот придумал, нават калі вот мы зробім другую книгу наших национальных ідэй, то называться яна будзе так вот, ну, як мне падаецца, Р маленькая, потом великая эволюция. Угу. Я думал уже об этом, знаете, как появился такой мем «Эволюция», связанный с, ну, как сказать, не с похищением, но, скажем так, с арестом коллекции Белгазпромбанка и знаменитый портрет Хайма Сутина, портрет Евы, вот, который приводит вот, как бы, в аналогию с эволюцией, с революцией, эволюцией. Поэтому такая игра слов, она... Ну, здесь много символов, хотя я не очень верю в метафизику всякую разную, но символов тут много, это правда. Тым не менш, вот вы як архітэктар, як урбаніст, дизайнер, мастак, вот вы можете описать, вот, что зараз адбываецца з беларускім грамадствам? Вот як вы это бачыце? Ну, то есть вот эволюция, это зразумела, але вот что за змены такие вот глыбінныя адбываюцца? Я думаю, что произошло, это не столько изменения, сколько это скорее такая динамика развития, да. Возникли горизонтальные связи, возникла нация как явление, возникло то, что люди... До этого часу не было. Мне кажется, что это было не совсем национальное образование, это была просто группа людей, этнически имеющие общие корни, имеющие там историю, имеющие язык и так далее, но сказать о том, что нация в социальном смысле слова существовала, очень трудно, потому что отсутствовали вот эти вот ярко выраженные горизонтальные связи, превалировало так называемое крестьянское сознание, когда люди, в общем-то, существовали в рамках там своего какого-то семейного круга, очень узкого. Вот. А сейчас они вдруг поняли, что вот люди, которые рядом с ними живут, они являются как бы частью их сообщества. И объединение с этим сообществом дает возможности для гораздо большего развития, для повышенной динамики этого развития. И дает, в общем, серьезную, во-первых, почву под ногами в случае кризисов, и дает точку опоры для развития, для толчок для развития дальнейшего. А это для меня очень важный фактор в объединении нации.
Мы нават жывучы у мурашніках 9павярховых былі ўсё адно як бы вот як хутары вот як на хутары. Вы знаете, это вообще самое удивительное в том, что сейчас происходит, это то, что происходит в активности вот в этих вот районах, которые не приспособлены для объединения людей. Это очень странное явление, но его еще заметил Ян Гейл, еще в 60-е, 70-е годы они начали исследовать вот эту вот методологию строительства, когда строится один большой дом, и в нем живет там сразу несколько тысяч человек. Вот. Эта практика появилась в 60-е годы ради экономии, ради там, строительства и так далее, но во всем мире все поняли, что это не работающая схема, потому что она разрушает сообщество. Во всем мире в таких районах возникали гетто, и эти районы в конечном итоге сносили их. Под такие эксперименты ставили по всему миру. И в Америке, во Франции. Просто так совпало, что Хрущев оказался в это время за границей, там впервые, да, и увидел, что можно, оказывается, недорого строить жилье и решить жилищную проблему, которую ему предстояло решать в стране. И он перенял этот опыт и его, значит, поставил везде в Советском Союзе. Вот. А поскольку мы прямые наследники Советского Союза, да, и наше Министерство архитектуры и строительства не понимает, что можно строить иначе, да, вот кроме так, как было, то, в общем, по инерции мы строим и дальше такую же систему, и она не способствует развитию сообществ. Вот. В этом есть много параметров, там, архитектурных и социальных, которые показывают. Это Ян Гейл вывел. Ян Гейл – это датский архитектор, который сейчас является главным архитектором Копенгагена уже там больше 30 лет. Он застраивает его, развивает в нем инфраструктуры, развивает там строительство и так далее. И Копенгаген уже много лет входит в топ-25 most livable cities в мире по версии журнала «Монокль», то есть лучших городов для жизни. Вот. И вот они определили, что вот подобный тип застройки, он некомфортен для человека, он не способствует созданию сообществ. И Минск в этом смысле был очень ярким показателем, потому что как бы вот какие-то сообщества, какие-то комфортная среда для человека, она существовала вот в той центральной части, где очень плотная застройка, где маленькие улицы, невысокие дома, малоквартирные вот эти образования, где вот это соседство, партнерство соседское возникало гораздо более качественно и более эффективно и быстро, чем там в районах там, вроде Сухарева или там Малиновки. Они абсолютно бесчеловечный масштаб имеют вот, с точки зрения там, архитектуры. Но при этом... в белорусских реалиях нават антинациональный. В том числе, ну, наверное, потому что это связанные вещи. Потому что национальное это подразумевает не только персональное, но и взаимодействие в сообществах, как мне кажется. Вот. И вдруг происходит то, что вот в этих районах возникает вот такая вот колоссальная активность на объединение людей, на возникновение сообщества и так далее. Это говорит о том, что то развитие или тот образ жизни, против которого они, в общем, сейчас выступают, он настолько вот мощное вот это желание противодействует, что ему не способна даже вот противостоять вот эта бесчеловечная застройка. То есть движение людей к развитию настолько мощное, что оно мощнее оказалось, чем вот эти законы, которые вывели Ян Гейл и так далее. Есть, к сожалению, у меня ощущение, что после того, как произойдет, так сказать, какие-то изменения качественные, да, и потребность вот в таком вот массивном сообществе немножко снизится, то эти сообщества, ну, как бы немножко развалятся. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но есть такое вот скептическое ощущение, что это так и будет. Потому что структура архитектурная, в общем, ну, никто не менял, и эти законы, они, к сожалению, не отменятся. Ну, посмотрим. Как будет. Вы говорите о том, что вот то, что происходит сейчас в Минске, это результат развития. А вот довольно много экспертов, ну и вообще людей, которые делятся с обществом своим мнением, говорят о том, что это не результат развития, а вот как чудо, как какой-то взрыв. Я думаю... Вот вы в защиту вот вашего видения этого всего как развития можете указать какие-нибудь моменты в прошлом, вот там 5 лет назад, 6 лет назад, 10 лет назад, когда вот это развитие можно было посмотреть? Вот, допустим, там, 5 лет назад что-то такое случалось? Ну, смотрите, я думаю, что насчет взрыва, да, я думаю, что тут вопрос, как бы, ну, такой, скажем, информационной динамики. Я думаю, что подобные связи постепенно возникали, или во всяком случае выросло поколение, которое готово устанавливать такие социальные связи. И, в общем, ну, надо понимать, что больше половины населения Беларуси – это люди, которым меньше 40 лет.
Вот. И, соответственно, значит, эти люди уже не очень помнят вот эту советскую разобщенность, какое-то вот отсутствие уважения к личности, индивидуальности. Это люди, которые уже много путешествуют, уже как-то увидели, как живут сообщества в других странах. И первыми такими сигналами это было, в общем, возникновение такой street life или уличной жизни. Это развитие улицы Октябрьской с ее вот этой вот активностью. Это развитие там Зыбецкой, которая там происходила под влиянием там, ну, скажем, пожеланий сверху, да, там, спущенных и так далее. Кроме того, у меня есть опыт организации Минской недели дизайна, которую мы организовали в том числе вот, ну, уличной активности. Я видел, насколько возникает в людях потребность потреблять вот эту вот общественную социальную жизнь. И общественные пространства стали возникать как ответ на естественный запрос человека. И они стали возникать не вчера или не весной, они стали возникать гораздо раньше. Что касается прям такой активности вот взрывной, о которой вы говорите, я думаю, что она не взрывная, она просто очень мощный триггер возник. Вот у нас было, скажем, в 2013 году во время Хавьера, который накрыл там почти всю страну, очень быстро возникли вот эти горизонтальные связи. Люди просто вот активно по всей стране начали поддерживать друг друга. Появились какие-то люди, добровольцы, волонтеры, которые там развозили воду, развозили какой-то там горячий бензин, там что-то еще, пытаясь выкапывать там эти машины из-под снега и так далее. И очень интересно, кстати, дворовая социальная активность после Хавьера на следующее утро, это было март, я помню, где-то середина марта, вечером после, во второй половине дня начался этот вот весь ураган, а на следующее утро машины были закопаны полностью вот по крышу, да, и вот в дворы выходили, и там откуда-то доставали лопаты, раскапывали все эти проезды. Не нужна была никакая, там, я не знаю, сверху какая-то указка о том, что там уберите срочно снег вокруг своих автомобилей. Это была абсолютно такая вот естественная потребность сообщества. То есть, вот эти горизонтальные связи возникали вот в случае возникновения какой-то общей беды. То есть, по сути, когда возникают проблемы в нижних двух уровнях пирамиды Маслоу, общество начинает объединяться. Такого свойства человека, да, вот как бы сбиваться в кучку, в группу для того, чтобы выжить. И вот ценности нижней пирамиды Маслоу, они как раз очень важны для того, чтобы понимать, как существует общество, на какой оно стадии. И то, что произошло у нас весной, это фактически как бы продолжение вот этой истории. Просто из-за ковид возникли серьезные повреждения вот этой нижней пирамиды. И полное отсутствие, скажем, административного ресурса, воздействия административного ресурса для решения этой проблемы, оно привело к тому, что люди стали кооперироваться. Для меня точкой невозврата была даже, я скажу, не вот та активность вокруг ковида, которая возникла по всей стране, вот просто вот так сама по себе, а скорее это была ситуация в Минске, связанная с водой, с разрушением там, с технической проблемой в водопроводе, когда из крана потекла там какая-то ацетон какой-то, да, и вот реакция администрация, она была по инерции никакой. Как всегда, они ничего не делали. Более того, появились объявления о том, что эту воду можно пить и так далее. Мне очень хотелось взять вот этого исполкомовского вот этого вот придурка, который это написал. Я не знаю, можно ли говорить такие слова. Значит, и долить ему стакан воды из-под крана и сказать, выпей. Да, вот если ты выпьешь, тогда я скажу, да, окей, ты прав. Но буквально через час после того, как из крана потек ацетон, сразу уже появилась во всех там соцсетях куча объявлений, предложений, там, кому нужна вода, мы привезем, у меня еще там 5 бутылок осталось, у меня то, другое, третье. И вот эта вот активность городская, она стала уже как бы таким естественным процессом, она стала естественной частью нашего общества. Я понял, что да, вот это точка невозврата. И мы вот имеем вот этот качественный переход. Он может быть там с революционной скоростью происходит, но для меня это эволюция. А что дальше будет? Вы можете предположить? Никто не может предположить, что будет дальше. Вот если мы предположим, что условия примерно сохраняются, вот это налаживание горизонтальных связей. Угу. Следующий какой вот этап? Или вот уже все, что есть сейчас, это и хорошо? Нет, я думаю, что будет возникать дискуссии в обществе, потому что, по крайней мере, люди научатся друг с другом коммуницировать, строить какие-то отношения и пытаться там решать какие-то текущие проблемы уже на уровне диалога. То есть важно то, что в этих горизонтальных связях возникает диалог в сообществе. Нет такого, что каждый тянет одеяло на себя и решает только свою сугубо личную проблему в своей квартире. Уже проблема решается на уровне там, района, города и государства. И когда возникнет диалог, тогда уже можно говорить о том, что есть база, есть какая-то подоснова для какого-то демократического процесса, когда люди между собой соберутся,
договорятся, что вот у нас есть правительство, которому мы делегируем решение наших проблем. Они сами выберут себе вот это вот правительство, которое будет решать эти проблемы. По сути, это демократический процесс. Такой, который происходит во всем развитом мире. Вы сейчас так все это описываете, я себе представил, знаете, вот мельница водяная, Угу. она вот там 30 лет стояла, воды не было, потому что вода – это вот как бы активность граждан. И сейчас эта вода пошла. И эта мельница понемногу, по чуть-чуть. Вот Мне там нравится скрипя. ваша метафора, учитывая историю там, наших территорий, да, историю, связанную с ВКЛ, связанную с Речь Посполитой, да, с той одной из самых развитых демократий, в принципе, такой первой континентальной конституции, которая там можно обозвать статут Великого княжества Литовского. Сарматизм, вот эта субкультура сарматизма, которая была в 16-17 веке, очень прогрессивной на тот момент вот этой структурой власти, которая существовала в Великом княжестве и потом в Речи Посполитой. Мне кажется, что это как раз очень хорошая аналогия вот именно такой старой мельницы, и вдруг вот опять в обществе появилась вот эта вот жизнь, вот эта вот вода, которая начнет двигать все эти процессы. Было бы хорошо. Ну вось добра, пачалося вот это гарызантальныя гэтыя сувязі налажвацца, пачалося фармаванне грамадзянскай супольнасці, пачалося, можа быць, якаснае змяненне там, ці ўзмацненне там, ці як там нацыі. Але на дадзеным этапе вось гэтым двум слоям, пра якія вы кажаце, вот этим двум вот ніжнім слоям піраміды Маслоу, ім нейкая вот ідэя ім патрэбна, ці вот просто ўзмацненне сувязей, знаёмства суседа з суседам на дадзены момант это і вот ёсць гэта ідэя гэтага вот цяперашняга грамадства. Угу. Я себе не очень хорошо представляю, что означает термин «национальная идея». Я думаю, что в нашем случае идеей такой может стать, в общем, простая вещь. Мы людьми зваться, то есть быть, в общем, как бы таким обществом, в котором как бы начинает действовать основной принцип европейского ренессанса, который на самом деле вот имел место в нашей истории. Да, Беларусь прошла вот эту эпоху ренессанса, и Европа живет с этими основными тезисами ренессанса уже 500 лет. И основные тезисы – это уважение личности и место, которое личность занимает. Вот я думаю, что для меня лично национальная идея, она состоит именно в этом. Уважение личности и место, которое личность занимает. Добра, вот то есть атрымліваецца нацыянальная ідэя, как бы такая, ці ідэя, гэта вось павага да маіх правоў і да мяне як да асобы. Калі мы кажам, што ўсё ж такі вот прыгадваем гэтыя словы вашы пра тое, што ідзе фармаванне ці сталенне нацыі, вось пэўныя нацыянальныя нейкія афарбоўка ў гэтай ідэі, да, правы гэта добра, а нейкая нацыянальная афарбоўка ёсць, вот мае значэнне для гэтых вот асоб, правы якіх паважаюць, тая ж самая памяць пра ВКЛ, пра якую вы кажаце, пра тыя сімвалы, з якімі яны ходзяць, але, як мне падаецца, больш успрымаюць іх не як нацыянальныя сімвалы, а як сімвалы пратэсту. Вот пытанне мовы, там, вот гэта мае значэнне ці не? Я думаю, что это очень важные вещи, потому что они дают такую, знаете, почву под ногами, как я уже говорил, да, точку опоры, для того, чтобы оттолкнуться и двигаться куда-то, вперед и дальше. У меня был интересный разговор на эту тему с литовцами, с друзьями. Я у них спрашивал, что дает вам почву под ногами. Они говорили, ты знаешь, нам дает очень важную основу то, что ВКЛ имело топоним государственный, был литовское, Великое княжество Литовское. Я еще не понимал, думаю, что из-за того, что просто название, настолько это важно для вас сейчас, когда уже мы понимаем, что это, в общем, такой архаика немножко и так далее. А потом я понял, что это действительно очень важные вещи. И мне кажется, что да, сообщество сейчас требует или интересуется тем, что будет завтра. То есть это очень важный вопрос, потому что мы, в общем, его сейчас как бы вслух не произносим, но тем не менее все понимают, что все, что происходит сейчас, это делается для того, чтобы завтра было хорошо. Но при этом, как это сказать, для того, чтобы прыгнуть завтра, нужно иметь опору под ногами, землю. Да? А наша земля, это в том числе это история, это мова, это символы, з якими зараз там користаються під час протесту.
Вот, это очень важно, на мой взгляд. Во-первых, это эстетично. Если говорить с точки зрения художника-архитектора, мне очень нравится, значит, вот, наш флаг и наш герб. Для меня это просто чисто эстетическое удовольствие. Кроме того, важно то, что не произошло никаких насильственных инвазий вот этой символики, значит, в существующем, в ныне действующем протесте. То есть как-то вот эволюционность протеста состоит в том еще, что люди стали вот использовать вот эти символы как символы протеста. Потому что они видят в них в том числе основу для своей какой-то вот самоидентичности национальной. Для меня это важный вопрос. Вы упомянули Великое княжество Литовское как основу. История Великого княжества Литовского, она большая. Вот на чем бы вы, с вашей точки зрения, нужно было бы там сосредоточиться? Потому что вот историю Великого княжества Литовского можно представить как там, историю военных побед. Да? Над врагами, которые вокруг нас. Эту же историю можно сделать акцент на, там, я не знаю, на том, что она все-таки погибла. О том, какие эти все мерзавцы, которые вот вокруг нас. Вот можно сделать акцент на том, что это все-таки была демократия. И описывать демократические процедуры, которые были внутри Великого княжества Литовского. Можно сказать, что здесь был суд. И он был достаточно рафинирован для своего времени. Вот вы из всего этого многообразия, с вашей точки зрения, на что следовало бы особо обратить внимание? Смотрите, я думаю, что каждый из перечисленных факторов имеет важное значение, потому что, победы придают немножко такое вот самоуважение, да, там исторические победы, военные. Если мы говорим про элементы культуры, про эпоху Ренессанса, про брак Бона Сфорца, который принес сюда, в общем-то, 502 года назад Бона Сфорца вышла замуж за короля польского великого князя Литовского, и сюда пришел, в общем-то, европейский итальянский ренессанс. И это было, например, с архитектурной точки зрения очень интересное развитие виленского барокко, которое уникально, которое очень интересно, оно самобытно, но его корни лежат как раз вот в этой вот взаимодействии с Италией, с европейским, так сказать, источником европейской культуры. Если говорить про сообщество, про социальные связи, про функционирование общество, то очень важно, конечно же, и традиция самоуправления магдебургского права, которое действовало на территории современной Беларуси. Больше 40 городов имели магдебургское право у нас. Магдебургское право – это абсолютное самоуправление городское. В нем лежат как раз основы современных сообществ, потому что городской менталитет, который подразумевает вот возникновение этих горизонтальных связей, его источник, его основа как раз лежит, на мой взгляд, в магдебургском праве. То есть магдебургское право способствовало развитию вот этих вот городских связей. Суды, их было два. Там был Войтовский суд, который занимался хозяйственными вопросами, был криминальный суд и так далее. Были выборные сеймики, там большой сейм, на который приезжали делегаты из сеймиков и так далее. Я уж не говорю там о выборе короля. То есть короля выбирали. Понятно, что выбирали пожизненно, но тем не менее это была большая ответственность. И люди, в общем, имели возможность выбирать. Кроме того, при сарматизме существовало вот это абсолютное равенство шляхты, которого не было нигде в мире. И вот это вот шляхтич, независимо от его уровня дохода, от его, как сейчас говорят, статуса, он был абсолютно равен там с королем. Потому что он был равен королю. То есть они были все из одного слоя шляхетского. Они были, так сказать, пани-братья. И вот это обращение пани-брата, которое было между ними принято, оно потом очень удивляло, кстати говоря, российскую аристократию после раздела Речи Посполитой, что какой-то там нищий человек, но который имеет там герб, имеет дворянство, да, обращается на «ты» там, к князю какому-нибудь там русскому. Да. Я говорю, что это за панибратство такое? Вот это слово панибратство, оно происходит как раз из вот этого обращения между шляхтой Речи Посполитой, пани-браты. Поэтому я думаю, что вот это вот как бы равенство, вот это очень важная такая основа, которую тоже можно использовать. И главенство закона. Не имели права арестовать никого из шляхтичей даже по приказу короля. Король не имел права приказать на арест. То есть был только суд. Судебное решение позволяло там произвести арест шляхтича. Мне кажется, что это важно. И шляхты было, кстати, очень много в Беларуси. Удивительно много. Поэтому... То есть, в общем, я услышал, что если бы учебник по истории Беларуси составляли вы, или редактировали вы, там было бы много про законность и культуру. Скорее всего, первично была бы культура, потом закон,
Это с моей точки зрения, да. Да-да. Вот. А уже там, ну, все эти военные подвиги и так далее, ну, кому-то это надо обязательно. Поэтому это приятно. Яшчэ раз, вот глядзіце, вот все ж таки людьми звацца. Так. А вот такі складнік, як вот людьми звацца і я беларус, з такой горда, павінна быць? Конечно. Я думаю, что это уже происходит. А у такім выпадку вот просто пытанне да, не ведаю тут да каго, архітэктара, урбаніста ці дызайнера, ці мастака. Глядзіце, вот едзеш там, скажем, дзе-нибудь по заходняй Германии, там где-нибудь там замок стоит такой старожитный, и там кажется, вот, иди, вот это наши продки, немцы, вот я немец, о, замок какие, ну, те той же самой там Чехии, там где-нибудь, те Португалии, то же самое, вот, ну, как бы вот сувязь, такая видовочная сувязь, что вот дае подставу, вот, яны такое сотворили, и я, то ж так само, вот там немец, те португалец, а у нас такого нема, вот, ну, прайшлі войны, не захавалася у нас вот всіх гэтых замкаў старажытных, якія таксама былі. Нешта дзе-то ёсць, нешта дзе-то аднавілі, паставілі там шклопакеты у замак там, і гэтак далей. А ну павінна быць ці не? Ці вот каб звацца горда я беларус і не можа і не быць там гэтага там старажытнага векавога замка. Ну, понимаете, во-первых, когда я приезжаю в мир, я туда очень люблю приезжать, и там и в Несвиж заодно, поскольку это рядышком. Я там был уже, наверное, раз 50, если не больше. То я как раз ощущаю вот то, о чем вы говорите рядом с этим замком. Вот. Я уже не говорю про Новогрудский замок, в котором, в общем, происходила по легенде коронация короля Миндауга, да, то есть это, в общем, и литовская государственность возникла на территории современной Беларуси, поэтому как бы я вот, ну, не знаю, может, у кого-то и не возникает таких ощущений, у меня они возникают. Потому что когда я вижу вот это все, мы можем там много говорить о качестве реставрации, которая происходит. Вот. Я считаю, что это гуманитарная катастрофа вообще вот Беларуси. Это то, что за последние четверть века вопросы культуры не то, что не были там в каком-то приоритете вообще вот в государственных программах, они, по-моему, в принципе отсутствовали как явление. Вот. И то, что происходит вот с реставрацией и так далее, вот то, о чем вы говорите, про эти стеклопакеты и так далее, вот эта хозяйская реставрация, она, конечно, это безобразие. Вот. Плюс там вопросы собственности и так далее. В общем, очень много нюансов. Я расскажу, что у меня есть друг в Литве, ну, там не друг, скажем, приятель, хороший знакомый, который купил замок в центре Литвы, Сясику такой замок, и он его реставрирует уже 20 лет. Ну, может, 15. Это не какой-то олигарх, не какой-то там миллионер. Это обычный человек, у него он строитель. Вот у него строительная бригада, они там что-то заработали, и остальное время работают на этом вот, на реставрации этого замка. Это ренессансный замок 16 века, и он досконально его реставрирует. И я ему задавал, Аудрис его зовут, я у него спрашиваю, а зачем, вот, ну, для чего ты это делаешь? Он говорит, ты знаешь, я понял в определенный момент, что ну, с собой все не унесешь, надо что-то после себя оставлять. Вот. И вот он этим занимался. Он купил его там за 1000 литов, там, за, вот, как обычно продают эти замки с правом реставрации. И на каждый вбитый в стену гвоздь он там 3 бумажки оформляет, там, кучу документации проектной и так далее. Он работает с историками. Там. Но он сам этим занимается. Он ездит в Италию, обнаруживает там какие-то гравюры в книге 16 века, которые, вот, на которых рисунок абсолютно совпадает с его фреской в его замке. Каким образом книга где-то в Падуе там, или да, в деревне под Падуей оказалась тем же изображением, что у него в замке в центре Литвы. По европейским меркам глухомань несусветная. Он это все изучает. И вот я думаю, что как раз вот такие вопросы, они должны быть в Беларуси. Я знаю, что есть очень много людей, которые готовы в этом участвовать. Если взять там нашего писателя Андруся Горвата, который вокруг замка Горватов уже там несколько лет пытается вот как-то с ним наладить какие-то коммуникации, у него ничего не получается, потому что законы так работают. Я абсолютно доверял бы этому человеку вопрос реставрации замка, который принадлежал его там предкам. А вот если не замки, а вот не средневековая архитектура, не виленская барокко и не ренессанс, чего еще есть вот ценного с точки зрения архитектуры в Беларуси? Вот в Минске, например. Ну, апроч Малиновки и Каменной горки, конечно. Ну, зразумела. Мне Малиновка нравится.
Дело вкуса, да. Нет, это как бы, я думаю, в будущем это будет такой образец китайской жилой застройки. Вот в этом и беда, потому что мы все-таки не китайцы, а ментальные. Не потому, что у меня к китайцам какое-то предубеждение, просто мы ментально из разных миров. Ну почему? Ну как будет как бы заготовка под Чайна-таун. Ну, если только вот случится такое. Но у них есть великий камень, и мне кажется, что там есть где развернуться. В общем, и без И Малиновки. Малиновки. У Малиновки красивое название. Мне очень нравится название. Вот эти речки, которые там маленькие, эти все мухли там и прочее, вот они такие забавные очень. В ней есть как бы такое топографическое, какая-то этнография такая. Речка Мухля. Мухля, да, там. Мухля. Мухля, да. Она такая маленькая, вонючка такая течет. Забавно. Вонючка Мухля. Да. А что касается там, архитектуры, то, такой относительно современной, то, понятно, что профессиональные архитекторы выделяют конструктивизм, которого в Минске, несмотря на большие разрушения во время войны, сохранилось достаточно много. Вызывает уважение, надо, так сказать, отдать должное, аккуратная реставрация, которая произошла последние годы этих зданий. В частности, это там, Академгородок университетский, и архитектурный факультет. Вот я просто там был внутри, там очень хорошо реставрировали вот этот весь конструктивизм, восстановили. У меня дед был профессором географии, он, по сути, был таким вот тем, кто стоял у истоков вот этого геофака, и он там, в том числе, это личная история, да. Дом правительства Лангбарта, библиотека ленинская, так называемая, в которой сейчас там, по-моему, архив какой-то президентский, что я не помню, что там в нем сейчас, сделали. Фабрика кухня, которую очень хорошо реконструировали. Вот совсем недавно. И там еще есть несколько зданий. Там оперный театр, который тоже относят вот к этому конструктивизму. И так далее. Это такие вот, жемчужинки, на которые можно обращать внимание. Все остальное, конечно, у нас является частью вот этой гуманитарной катастрофы. Это то, что в тысячелетнем городе практически ничего не осталось из тысячелетней истории. Самое древнее здание 17 века, первая половина 17 века, это церковь Петропавловская, желтенькая, на Немиге, которая стоит, 1621 год. Вот. Причем интересная ее особенность в том, что она строилась как православная церковь изначально. Там был православный монастырь. В Минске было немного православных. Там в основном это были костелы. И там разных конфессий. Вот. Но вот он строился именно как православный, но при этом он совершенно не православная архитектура. Это вот такая была мода в то время вот в восточных землях Речи Посполитой строить вот в этом вот таком виленском барокко или вот в таком вот немножко сарматизме, но строить в том числе и православные церкви, храмы. Вот. Но 17 век при истории города, которому там без малого 1000 лет, это, конечно, безобразие. Закопанное городище, которое лежит сейчас там в районе Немиги, слава богу, что там есть потенциал для его восстановления. Вот. Мне бесконечно жалко Немигу. Вот эта историческая часть, которая была разрушена при Машерове. У нас как-то по инерции очень любят Машерова, Петра Мироновича. У меня к нему лично 2 претензии таких серьезных. Первое – это разрушение Немиги, вообще исторической застройки. Такое наплевательское отношение к исторической застройке. И второе – то, что он создал вот этот вот прецедент лавинообразного роста города Минска, который отмечают во всем мире как какое-то там событие, что это вот, смотрите, это уникальное вообще явление, вот эта вот урбанизация Минска такая большая и так далее. На мой взгляд, это проблема города. Это проблема не только города, но и страны, потому что резкое увеличение населения в городе привело, во-первых, к снижению качества населения, а во-вторых, к тому, что экономика страны начинает работать на один город, и таким образом оттягивая ресурсы от периферии. И этот процесс был запущен тогда, и он лавинообразный, его практически невозможно остановить. Мы до сих пор пожинаем плоды вот этого волюнтаризма конца 60-х годов. А есть вероятность, что, условно говоря, к 2050 году Беларусь это будет один город Минск? Я очень надеюсь на то, что к 50 году все-таки здравый смысл в этой стране будет преобладать во всех институтах управления. И вот это, по сути, это политическая реформа должна быть о том, чтобы развивать периферийные города, так как делают там, по сути, все окружающие нас страны. То есть во всех окружающих нас странах делается как раз вот эта децентрализация. В Литве развиваются все областные города, все малые города. В Польше точно так же работает. Вся инфраструктура, вся старается развивать как раз периферию.
Зарплата государственного врача, который работает в государственной клинике, в Варшаве ниже, чем там в Родоме, например. Потому что должна быть мотивация врачам уехать в Родом работать. И таким образом развиваются все вот эти вот регионы. Я надеюсь, что в Беларуси произойдет все-таки вот здравый смысл, и мы начнем политические программы о том, чтобы развивать вот областные города. Если говорить о центре Минска, вот, предположим, вас назначили, утвердили, и в качестве, вот, как это называется, генеральный конструктор. Главный архитектор? Главный архитектор. Ну, допустим. Вот. И у вас есть большие финансовые возможности. Вот как бы вы переделали Минск? Чего бы добавили, что бы снесли? Вот дом Чижа, например. Ну, начнем с того, что у меня нет амбиций таких, конечно. Хотя было бы интересно поучаствовать в процессе. Для начала я бы изменил принципиально структуру взаимодействия вот внутри системы нашей. Потому что у нас в определенный период произошли радикальные изменения. И Комитет архитектуры вынесли из подчинения Министерства строительства и отдали в подчинение городу. И возник конфликт интересов. Потому что если раньше архитекторы решали, что строить, потому что у них за спиной стоял инвестор, то есть Министерство архитектуры и строительства, то теперь они остались в подчинении у того человека, у той структуры, которая, наоборот, ищет инвесторов. И поэтому у них, то есть они говорят, что вот это нельзя строить, а мэрия говорит, нет, вы знаете, у нас там кучу бабла принесли, поэтому строить будем. Возникает вот эта вот профессиональная некомпетентность. Отобрали компетентность у архитекторов. Это первое. Второе. Насчет того, чтобы сносить, у меня нет иллюзий о том, что будет снесен дом Чижа и так далее. Потому что это огромное количество средств частных, инвестированных туда. То есть нужно придумать какой-то механизм, каким образом заменить то вот эти вот жилье, которое там находится, и куда расселить этих людей. Хотя, конечно, это безобразие разрушило город очень сильно. И таких примеров очень много. И вот этот вот недостроенный Кемпинский и так далее. Очень много проблем с нарушением, собственно, даже действующего законодательства. Я много думаю о том, что можно было бы изменить в городе. Для начала я бы объявил мораторий вообще на любое строительство в центре. И, так сказать, вот зафиксировать все, что можно сохранить. Для начала все историческое максимально сохранить. Ну, а дальше уже это вопрос планирования. А вот Немигу вернули бы реку? Сейчас там, я так понимаю, дорога, а раньше там была река. Реку, я вот смотрел какой-то голландский документальный фильм, они там реки возвращают. Они тоже закапывали реки там в 70-х годах. А сейчас, в общем, осознали, что река это все-таки красиво, и город оживляет. Понимаете, как, это немножко утопическая история, учитывая там... предположим, что деньги есть. Если вот рассуждать с точки зрения такой романтики, да, то, конечно, я бы старался максимально восстановить Немигу, пускай это будет новодел. То есть одна из форм реставрации это новодел, да, когда уже вот полностью разрушено что-то, и восстановил бы вот эти вот самые старые улицы города, которые находились на Немиге. Там, если вы посмотрите на генплан, на птичку или там на Google карты, да, то вы увидите, насколько отличается структура городских улиц. Я говорю про застройку довоенную, до 41 года, до разрушений. Видите, насколько отличается структура улиц вот Немиги, вот этого района, и того так называемого нового города, который был пристроен к старому городу при вот уже объединении, при разделе Речи Посполитой, и когда сюда пришла вот эта парадигма екатерининской застройки. Вот так застроился там Вильнюс, например, в котором четко есть вот старый город и новый город. Но новый город ему уже 200 лет. Новый просто по инерции называется так. И Минск строился точно так же. Была вот эта историческая часть Немиги, где все улицы были, там не было прямой вот этой ортогональной структуры этой, да. Значит, была просто вот какая-то хаотичная сетка улиц, там эти все Козьмодемьяновская улица, там, где темные крамы вот были возле соборов там и так далее. И вот это новый город, который при Екатерине уже пристроили вот как бы сбоку к старому городу. Это все эти вот сетка улиц Революционная, Интернациональная, там Койденовская и так далее, их историческое название Проспект, который назывался Захарьевская улица, Карла Маркса, и и перпендикулярно Володарского, Комсомольская и так далее. Вот такая вот четкая структура, да. Значит, и вот на Немиге вот это вот кривые вот эти вот улочки все, вот их сейчас частично восстанавливают там с реконструкцией хлебозавода. Если вы там будете ходить, то вы поймете, о чем идет речь. Потому что вы вроде идете, никуда не сворачиваете, а выходите в то же самое место. Потому что вы круг сделали, да, хотя шли по одной улице.
Вот. Самая старая улица Минска, Замковая, от которой осталось только там 3 или 4 восстановленных дома во дворе, там Немиги, да. Вот. Мне кажется, что вот эта вот цепочка, вот это она на самых древних картах есть. Вот мне кажется, вот эти вот районы надо как-то с ними что-то. То есть из того, что вы предложили, все остается как есть, потому что, в общем, слишком дорого будет это все Конечно, сносить. это нереально. Вот. Но менять будут как-то сферы распределения полномочий внутри министерств. Я бы начал с того, что, во-первых, да, подчинение, там, приоритет архитектуры и мнение профессионалов, обязательно государственные тендеры на любые, вот, так сказать, любое строительство, причем не внутри страны, а международные тендеры на проектирование, на строительство, там, на подряды и так далее. И приоритет не финансовый, а профессионального сообщества. И гарантии, и в общем в результате вот этих ваших предложений, старые здания, поскольку они слишком дорогие для сноса, останутся, а появятся новые здания, которые будут появляться, вот они-то уже точно будут хорошими, правильными, Ну, приятными, теоретически человеческими. это, во всяком случае, будет менее коррумпированная история, которая приведет к более качественному результату. Так работает весь мир. Ну і на заканчэнне можете все ж таки по выніку нашай размовы ці по выніку ваших ранейшых разваг сфармуляваць вось сваю нацыянальную ідэю, у адпаведнасці з якой вы жывеце, ці можа быць якую бачыце, што яна зараз вот где-то там нараджаецца разом с нацией. Мне кажется, я ее уже сформулировал. Это уважение личности и место, которое личность занимает. И мне кажется, что вот эти вот горизонтальные сообщества, которые возникают в городе сейчас, они есть, они работают именно вот в этом направлении. Потому что когда собирается очень большое количество людей, ты чувствуешь вот это взаимоуважение, вот какую-то взаимную поддержку, в основе которой лежит взаимное уважение. Причем совершенно незнакомых людей, но ты понимаешь, что да, вот эти люди, они с тобой разделяют вот эту вот позицию. Для меня вот это вот национальная идея. Дзякуй вялікі. Людзьмі звацца. В прынцыпе, коротко. Падаруначак на памяць ад праграмы «Ідэя X», Еўрарадыё, крамы «Сімбаль Бай». На гэтым наша сённяшняя перадача скончылася. Слухайце і глядзіце нас.